Ладно, про спонсорство не буду говорить, все равно не получается эта тема, поэтому лайки-то викты. Смысл говорить, если это не происходит. У меня есть несколько спонсоров, и, да, я тоже, конечно, не делаю специальный контент для спонсоров. Это как бы моя тоже, получается, недоработка, по сути. Да. Поэтому я думаю, сейчас, наверное, уже даже и поздно все это делать. Вероятно. Ладно. Просто я сегодня хотел... Почему стрим так назвал? Вообще немножко о таких глобальных вещах поговорить. Потому что последние события все равно заставляют задуматься о многом на самом деле. Надеюсь, нормально слышно, потому что я сейчас сяду в этот... видимость вроде хорошая, а вот как звук, здесь просто эхо такое. Надеюсь, нормально слышно будет. Сергей говорит: привет, Сэм Байна. Сегодня решил выйти в стрим. Ладно, пока сильно дождь не разошелся, надо пройтись. Потом где-нибудь сяду. Сегодня, честно говоря, даже темы никакой нету. О чем говорить. По идее, как бы все сказано. Не может не радовать, конечно, в каком смысле? Не то, что это происходит, а то, что определенный эффект от этого. Я имею в виду удары по капотне. То, что, конечно, если вот так мирное время взять, нормально людей, конечно, кому это может радовать, да, то, что там в капотне происходит. Но если с точки зрения нынешней ситуации, военной, и с точки зрения, влияния на эти массы, которые, кажется, что невозможно никак сдвинуть, по большому счету они, конечно, ничего и ни на что не влияют, то это позитивные. Конечно, печально, что люди страдают. Но это цена их молчания, цена их бездействия. Я сегодня писал уже пост о том, что это всех народов касается. Она спасает, на самом деле, и борется, сама даже того не подозревая. Как подозревает, конечно. Вряд ли они... Смотрите как. Их самая главная цель – защищаться самим. Но подспудно они работают и над освобождением всех наших народов. Это, как ни крути, так оно и есть. Поэтому у них такая большая глобальная работа, задача. Так, как-то стремительно какие массы, все солдаты под присягой. Да, я про обычных жителей Москвы говорю. Я просто сегодня маленько... знаете, видимо, они действительно, эти москвичи и вообще в целом так называемые россияне, в какой-то действительно другой параллельной вселенной живут, в параллельном выдуманном мире. Им действительно... 오늘 밤부터 내일 오전 사이 많은 비가 내릴 것으로 예상되오니
주민 여러분께서는 합천변 산책로 진입을 자제하는 등 세차 예방의 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 다시 한번 안내드립니다. 오늘 밤부터 내일 오전 사이 많은 비가 내릴 것으로 예상되오니 주민 여러분께서는 합천변 산책로 진입을 자제하는 등 세차 예방의 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. Первый раз эту слышу тему. Что, повтор, что ли, будет? А, нет. Ладно, продолжим. Что, куда все бегут? Может, мне тоже побежать? Что, может, война в Северной Корее началась? Что происходит? Ладно. Что-то сбил с меня с мысли вообще. Я про этих людей, которые, видимо, действительно живут в каком-то выдуманном мире, параллельной вселенной. Они, видимо, действительно есть, которые не замечают войну, которые не замечают, ну, все, что вообще происходит. И, знаете, это, видимо, с одной стороны, знаете, я вот понял, даже не надо ни на кого злиться, вот на русских. Почему? Ну, потому что просто это как вот Windows устанавливаешь, оно вот устанавливается и все, с какими-то там установленными программами, да? Ну, вот как сейчас Макс устанавливает, то же самое получается, да? Уже предустановленные какие-то программы, в общем, так. И у них такое мировоззрение просто. Оно сформировалось в течение многих веков. Мы с этим ничего не можем поделать. Хоть как их там обзывай, не обзывай, смысла нет. Они действительно как бы верят в это. В то, что, ну, для нас кажется, что это, ну, какой-то бред просто, да? Вот это и имперское величие, шовинизм. Они это считают, что этого ничего нет. Что это, ну, как бы, это нормально. Но, конечно, для нас это все ненормально. То есть, когда... Смотрите, здесь какая история, да? Когда ударяют по Киеву, по другим украинским городам, по Киево-Печерской лавре, по объектам культуры, это нормально, да? В их мировоззрении. Ну, вот их вот всех людей, которые не замечают. Когда же ударяет по Капотне, по там Чебоксарам, по другим городам и нефтяным этим инфраструктуре нефтяной, то это сразу же для них непонятно становится. Типа, почему? Вот одна девушка даже сказала, зачем вытягиваете в войну Москву и войну между Россией и Украиной Москву. Ну, то есть они, как бы сказать, живут в совсем другой вселенной, в которой ничего нету. Ничего вот не происходит, никакой войны оккупационной. И просто это надо принять, что они такие. И я говорю, что они нормально относились совершенно к войне в Чечне, в Афганистане, в Грузии. То есть, когда их не трогает, для них это нормально. Но, понимаете, для них-то нормально, а для нас нет. Вот в чем конфликт. Потому что, когда... Вот на чем строится конфликт? Они считают, что для них естественно, что они куда-то приходят и начинают там устанавливать свои порядки, уничтожать, подавлять культуру чужую, переписывать историю, подавлять язык, ассимилировать. То есть для них это все окей. Но для нас-то это не окей, потому что мы совершенно другой народ, который никак не связан с этой русской культурой. И они думали, что у них и сейчас это прокатит, их история. Но они глубоко ошибались. Хотя, знаете, если честно, по всей истории смотреть, они всегда ошибались. Просто раньше не было такой... Дронов, короче, раньше не было. Получается, всегда мясо могли задавить. Вот и все. Просто их всегда численно больше было.
И никогда они никакой народ быстро не завоевывали, даже самый маленький. Всегда это были столетия. С бурятами только сколько воевали? 140 лет практически. Ну, по сути, и больше, потому что там все время периодически и с башкортами, да со всеми народами никогда там не было быстрой какой-то победы. Всегда очень долго воевали и оккупировали. И потом, конечно, начинался геноцид, уничтожение. И сейчас, в наше время современное, наличие дронов, наличие интернета, наличие того, что вот эту вот их вечную технологическую отсталость нечем компенсировать. В нынешнее время это стало очень сильным фактором того, что они проигрывают. А в целом, знаете, я не надеюсь на то, что бунт произойдет в Москве. Мне кажется, все-таки они будут терпеть. Даже несмотря на то, что там, голодать будут, да. Я на другое надеюсь. Все-таки даже украинцы исходят из того, что народ восстанет, народ начнет что-то требовать и так далее. Но мне кажется, это бесполезно. Может, я и ошибаюсь. Может, так и будет действительно. Но мое мнение совсем другое. Я тоже в своем посте писал. Если они помимо нефтяной инфраструктуры еще и электросети уничтожат, и желательно еще и Останкино, телебашню, и вообще лишат электричества, лишат коммуникаций в Москве, то, соответственно, связность потеряется. Понимаете? Связность с республиками. И это желательно, чтобы это продолжалось очень долго. Чтобы за это время начались процессы обретения независимости. Вот на вот это вот я надеюсь, что это произойдет. К этому все и движется. Я вообще, знаете, в последнее время не верю, что народ вражки, даже наши буряты способны на восстание. Знаете, два события произошло в последнее время, которые меня заставили серьезно задуматься, о том вообще, что я делаю. Это, то, что, давайте скажу, как есть, да. Я всегда раньше недооценивал вообще свою собственную работу. Мне казалось, вот веду я там блог, говорю что-то. Но, тем не менее, смотрите, я недавно смотрел Фейгина и узнал, что у него только-только суд идет, да, по 207.3, часть 2. А мне уже приговор мне вынесли. Понимаете? Я еще такой думаю, Фейгин, я-то думал, ты давно уже там террорист, экстремист, все дела, а ты только-только, что ли? И, или у него подписчиков, да, 1 миллион там, или сколько? Огромная аудитория. И, соответственно, как-то он, монетизация у него настроена, там VPN свой продает. Все, что-то как-то все в порядке, да. Плюс еще у него у Дудя охрана у него там есть. То есть, знаете, значит, он, действительно, представляет такую угрозу. Но то, что только у него только у него суд идет, меня, конечно, это очень сильно удивило. Я еще думаю, как у него только суд идет, когда он уже 10 лет, да, на этом ютубе, этой политической темой занимается. Он же еще до войны вел сколько? Это вообще капец, давно он вел. Я-то просто начал смотреть, когда война началась только. А он до этого еще сколько там вещал. Он уже там, я не знаю, мастодонты этой всей темы. И меня, конечно, удивило, что только-только у него суд, а у меня уже там приговор.
Такие вот дела. Ладно. Я просто, как-то вот действительно недооценивал свою работу. Мне казалось, веду я стримы, веду, разговариваю и так далее. Но по уровню, оказывается, серьезности, по уровню вообще всех этих дел, вот могу даже Фейгина опередить. Какие дела. Я-то думал, он давно в нашей теме, да? А он, кажется, поц. Ладно. Это все шутка, конечно. Но, тем не менее, все равно. Почему... конечно, это, наверное, и тоже моя недоработа. И вообще, наверное, просто я как-то всегда относился как-то несерьезно, наверное, в этом плане. Ладно. И второе, это то, что... вот этот случай со Скрипецким, да. Потому что у человека вообще никакого дела не было, ничего. Но, тем не менее, его застрелили. Конечно, он на самом деле был более радикальный чувак, проводил такие жесткие акции. И в какой-то мере, наверное, он действительно перешел какую-то грань. Но, я так понимаю, для Скрипецкого никогда не было никаких граней. Он делал, что хотел. В этом плане, конечно, понимаете, это такой человек, который, в хорошем смысле слова, отморозок, да? То есть ему было пофигу, он просто делал и все. Но вот случилось то, что случилось, его застрелили. И я так понял, есть некий список ожидания, лист ожидания, в котором многие люди находятся и до которых рано или поздно, видимо, доходит. Надеюсь, этот режим быстрее рухнет, чем... И не дотянутся они, до многих людей. Что за жара такая? Поэтому, вот эти два события заставили меня по-другому вообще взглянуть. И в какой-то степени, знаете, еще у меня некая... Я почему начал про спонсоров говорить в самом начале? Может быть, я сам, конечно, неправильно все это выстроил, да, что не начал вопросы вот эти монетизации решать. Просто знаете, я, с одной стороны, конечно, понимаю, что вот эти все темы с донатами, просто люди, кто в Бурятии находится, они не могут, потому что, раз уж я в таком статусе теперь, да, экстремиста, просто опасно. А с другой стороны, те, кто за границей, получается, видите, возможно, я их так настроил, что делаю такой контент, который несерьезно, или еще как-то, да. Хотя, конечно, это серьезно. Что статью просто так не дают. Как видите, за это даже убивают. Скрипецкого застрелили. Это не шутка уже. Все это. Ничего здесь такого нету смешного. Это все по-настоящему происходит. Вон этого Фейгина вообще там охрана ходит, охраняет. Свой VPN продает. А я к этому отношусь, как будто это, знаете, просто какие-то стримы веду и все. А в итоге получается, что дело мне еще быстрее завели, чем этому Фейгину. Ладно, просто я думаю, что такие риски теперь, конкретно для меня, что надо что-то такое, как-то по-другому, к этому теперь относиться ко всему. Более делать, что-то надо другое сделать вообще, фундаментальное. Даже не в плане политического, да, вот именно на этом канале. Вообще в целом, мне кажется, я какую-то застопорился, что ли, на одной вещи. И с другой стороны, я так думаю, что, наверное, моя бурятская аудитория... Все-таки, наверное, мне горько это признать, но, наверное, надо об этом все-таки сказать. Те, кто за границей, в Корее, в США, эти же люди на самом деле могли бы помогать
ну, стать спонсорами или еще что-то. Но если они за столько, ну, сколько, 2 года или сколько я веду этот канал, так и не сделали этого, ну, значит, они, наверное, может быть, всерьез и не воспринимают тему независимости. Возможно, это так, понимаете? И вообще, я в заднее время думал о том, что... Короче, ладно, расскажу эту историю. Я недавно начал же мало-мало изучать историю Кореи. Ездил в одно место. Ну, наверное, смотрели все этот сериал «Игра в кальмара». Короче, я ездил в такой лагерь. Но там все закрыто, короче, не получилось мне ничего снять. Не тот, который в Пусане, да, вот этот дом братства или как там. На севере тоже такой был лагерь. Короче, там также детей, типа беспризорных, ну, это когда автократия была здесь в Корее, ловили, держали их там. Тоже там бывало, что, ну, как бы били, ну, насмерть забивали. Короче, я говорил вчера, что история Кореи тоже много мрачных страниц есть. И кто-то пытался бежать, тонули, потом эти трупы находили, хранили их. И, короче, суть в том, что потом в 1982 году этот лагерь прикрыли, и вот эти дети, получается, ну, их просто кого-то в другие лагеря увезли, которые тоже были, а кого-то, ну, кому там 18 уже стукнуло, их просто нагнали, как бы, и все, и они вышли. И всю жизнь они, получается, у них не было никаких документов, и было такое вот к ним презрение, да, получается. Ну, то есть таких людей не любили. Ну, есть же такое, что вот культ успеха там, все такое, да. То есть эти люди были как бы такие прикаянные, короче, всю жизнь. И вот только в 2011 или 2012 году один из выпускников этого лагеря, ну, он понял, они уже старики все стали. Он понял, что, ну, уже демократия наступила такая развитая, что что-то надо делать. Если они не будут говорить, то эта история просто уйдет вместе с ними. И все, и он начал как бы собирать тех, кто там был, находился в этом лагере. А жизнь, в общем, у них прошла очень тяжело, потому что у них не было документов, им приходилось работать на самых таких тяжелых работах. Короче, у них жизнь была жопа. Они были еще, ну, обществом не приняты, потому что, ну, как здесь же вот такое есть, что все-таки азиатская страна, что, как сказать-то, ты, короче, должен быть, ну, из какой-то там семьи и так далее. Ну, наверное, понимаете, да? В общем, а то, что ты такой беспризорник, родителей нет, еще в таком месте побывал, ну, как бы это не приветствовалось. Поэтому у них жизнь была борьба, одним словом, представляете? В своей стране живешь, и государство над тобой такое насилие совершило, и просто тебя на улицу выгнали, и все. И все, и ты просто ходишь, молчишь об этом. Ну, под конец жизни они все-таки решились, начали об этом говорить. Я, с одной стороны, конечно, понимаю, что моя работа в этом плане, хоть и с риском для жизни, да, но все равно очень важна, потому что я все-таки говорю об этом. Понимаете, не жду, когда там пройдет, когда я там стариком стану, да. Но, понимаете, для меня вывод был какой, что, к сожалению, такие процессы длятся очень долго. Понимаете, общество пока не готово. Я чувствую, что я вообще как-то слишком опередил это время. То есть еще никаких демократических преобразований не случилось, еще Рашка не развалилась, а я уже про такие вещи, да. И вообще, ну, в основном все, ну, про контрэлит я говорю, да, это все нормально в обществе воспринимается. Все как бы к этому нормально на самом деле относятся, да, то вот есть контрэлиты и так далее. Я говорю, общество просто вообще наше не готово к тому, что они это нормально воспринимают, что ладно, пусть они будут агентурой и так далее.
Просто я вот этот вот на примере просто Кореи. С другой стороны, видите, сейчас слишком все быстро меняется. Есть технологии, другое время. Стримы можно вести и так далее, говорить обо всем. Но, тем не менее, человеческое сознание, оно какое-то еще и массовое, какое-то слишком долгое, да, слишком как-то неповоротливое, как-то долго до людей доходит. И в этом плане, видите, на примере Кореи, конечно, это интересно вообще изучать все. Поэтому вот так вот. Ну, я в целом хочу продолжить для себя изучение этой страны, потому что слишком много, оказывается, у нас с ними общего на самом деле, да. С этой стороны я когда сюда приехал, ну, просто приходилось работать, чтобы бывать. А что как по-другому? С другой стороны тоже, знаете, насколько общество наше бурятское не готово, они же все-таки могли бы, на самом деле, да. Ну, это же вот опять же к разговору с Балдын Ламой. Ни этому Ламе не смогли, как сказать, обеспечить его деятельность. Ну и, по сути, мне тоже. Поэтому, с другой стороны, винить их смысла я не вижу. Они не видят в этом ценности, понимаете, в моей работе. То есть они думают, что вот, ну, как бы сказать, я для чего-то делаю там, как будто для каких своих целей, да, там. А какие мои могут быть здесь цели? Гораздо было бы для меня выгоднее другую позицию занять, а потом переобуться, как Лукашенко, да? То есть, типа, быть таким пророссийским блогером, там, топить. Сразу же бы нашлось бы финансирование для меня, еще и в другой стране. Ну, как вот этот Шабагоров там или еще кто-то, или Баинде. Спонсировали бы меня, и был бы я в безопасности в полной, никто бы не трогал. Ну, как, никто не трогает, конечно, но... Ну вот, со Скрипецким же случилось это. Так что, такие дела. Просто, видите, ну, не политик я в этом плане, понимаете? Видите, политики же могут так, как Лукашенко. Одно говорил, а потом раз и все. По-другому стал говорить. Ну и ни у кого не вызывает как бы... Понимаете, в этом плане еще само общество, оно как бы не осуждает. Это не западное общество демократическое, когда человек занимал одну позицию, потом перевернулся, и все. И его как бы культура отмены, да, отменяют. В постсовке к этому нормально относятся. То, что человек может переобуться, и все. То есть, понимаете, это люди тоже понимают. Типа, ну, ему же выгодно стало из-за денег, да. То есть, он говорил это просто за деньги, и осуждения нету, понимаете. К сожалению, людей так быстро не изменить. Это люди, выросшие в Советском Союзе, которые привыкли жить без морали абсолютно. Ну, то есть, нормально, типа, выгодно. Сегодня сказал так, завтра так. Хотя, конечно, есть Трамп, который, наверное, всех там перещеголял. Но, не знаю. До таких людей нам еще далеко. Поэтому, что я могу сказать в этом плане? Пока общество бурятское, наверное, к сожалению, к моему, не готово какой-то действительно к чему-то такому. Если даже находясь за границей, может быть, я и сам изначально выстроил свой блог так, что ничего, типа, как сам, наверное, да, типа, обесценил, что ли, свою собственную работу. Может быть, так. То есть, понимаете, я просто всегда думал, что, ну, типа, это же YouTube. Просто я не учел то, что, видите, мой блог, он же как бы... Я же не продаю что-то, понимаете? То есть люди же в основном как используют соцсети? Для рекламы своего магазина, для там рекламы своих услуг каких-то.
Ну, то есть изначально предполагает, что будет монетизация. А у меня получается, видите, такая... Это же не работа для того, чтобы я там что-то продавал, да? Какой-то магазин там или еще что-то, услуги свои рекламировал. У меня социальная работа, просвещенческая. И она, на самом деле, не может же она быть без финансирования. Ну, как это невозможно? Просто я всем этим так легкомысленно занимался, и видите, просто вот эти вот вещи, изучение корейской истории, вот этот вот Фейгин, Скрипецкий заставили меня по-другому взглянуть вообще на все на это. О том, что насколько вообще серьезные вещи происходят, то, что я вообще делаю. Ну, дело уже есть. Сейчас еще и какая-то, видимо, террористическая статья на подходе, я так понял. Ну, не знаю, узнаю ли я о ней вообще или нет, но когда-то, видимо, все всплывет. По крайней мере, звездочка в списке Росфинмониторинга появилась. Такие дела. Завтра еще день беженца. Там интервью попросили дать. Да, даже не знаю, что говорить вообще. Сегодня какое-то философское у меня такое настроение. По большому счету, все сводится к тому, насколько сознательное наше общество. Понимаете? Я-то могу только какие-то свои мысли говорить, делиться с этим. А уже наши буряты и другие народы должны выводы делать и что-то действовать как-то в этом направлении. Или не действовать. Или просто... Ну как, к чему свелась вообще вся общественная жизнь Бурятии, бурятского народа? К тому, что просто чего-то выжидать типа удобного момента и в конце концов ничего не делать, да? То есть сидеть. Ну, я понимаю, что это выученная беспомощность, это специально все органы КГБ все это внедряли, делали, уничтожили элиту, уничтожили думающих людей, улигершинов и заставили нас перейти на латиницу. Это большие процессы. Это процессы, связанные с большой кровью, с геноцидом, с уничтожением, с политикой, понимаете? И когда ты один, маленький человек, начинаешь против вот этой государственной машины идти, это, конечно, очень тяжело на самом деле. Причем, когда тот народ, который ты пытаешься еще и просвещать, он как бы не хочет или в какой-то находится в ступоре в каком-то, не знает, что делать, это еще вдвойне тяжелее, понимаете? Я просто еще, знаете, вот с такой завистью смотрю порой вот этот канал iNews там или еще, да, что насколько у них там все организовано, да. Ну, с одной стороны, я понимаю, что это как-то у них все это лучше организовано вообще. То, что у них и свое правительство есть, и свои вооруженные войска, ну, чеченцев, в целом там на Кавказе, да, как-то все намного лучше. У нас все прекрасно знают, что у нас есть агентуры это, и всем пофигу, понимаете, никакой культуры отмены нету. Всем пофигу, понимаете, это нормально. То есть вот эти вот, все прекрасно понимают, что эти фейковые организации, да, и им пофигу, и людям пофигу, понимаете. Я даже не знаю, что в такой ситуации делать, когда обществу пофигу на то, что его обманывают. Вот как быть в этой ситуации? Я, вот, честно говоря, в тупике в неком. И причем, знаете, ну, я вот считаю, что с своей точки я уже много чего сделал. Даже Фейгина опередил. Фейгин только суд идет, а меня уже приговор вынесли. Ну, наверное, ему больше дадут. 10, наверное. Не знаю, посмотрим. Но он, оказывается, инагент был. Всего лишь ты инагент вшивый. Ну ладно, не буду его оскорблять, но вообще. Такие вот дела. А Скрипецкий вообще никакого уголовного дела не имел, но
Ну, конечно, не зря он за политубежищем обращался. Ну, я опять же хочу сказать, что он, с моей точки зрения, он неправильно против украинцев попер. Не надо было их вообще трогать. Не потому что, типа, там, страх или еще что-то, а потому что это не, ну, опять, не по понятию неправильно будет выражено. Ну, не по человеческим понятиям, потому что все-таки, видите, мы, гражданство-то у нас все-таки РФ, и то, что наша страна, ну, как не наша страна, вот это оккупант, но, тем не менее, эти бывшие соотечественники напали, мы вот чисто по морально-этическим причинам не имеем права их оценивать, понимаете, их обсуждать, даже если они, ну, какие-то вещи делают неправильные. Все-таки, видите, на мирные города бомбы не они же запускали. Конечно, если бы они вот действительно напали там и бомбили бы, да, убивали мирняк, конечно, другое было бы. Но когда все наоборот, ну, тут невозможно. Нельзя нам такое говорить. Такие вот дела. Плюс вот эти вот казни, да, то, что они там в Бучу устраивали. Поэтому такие вот дела, в общем. Поэтому сейчас, что я думаю, заняться чем-то надо более таким, чем-то другим, короче. Не то, чтобы я хочу сказать, что перестану там вести стрим или еще что-то. В последнее время я еще ездил по таким буддийским местам. Вот это вот тоже хотел бы заснять. Потому что вообще, знаете, мне стало интересно изучать историю Кореи. Для меня печально, что я до сих пор не знаю корейский язык. Я бы хотел его изучить хорошо. И, ну, прямо сесть, читать, потому что у них, видите, все в открытом доступе же. Все музеи и так далее. Для меня вообще, вот, ну, действительно стало интересно вот, изучение корейской истории. Потому что у них хорошие музеи, много литературы, вообще много материалов. И когда ты ни хрена не понимаешь, это вообще очень тяжело. Поэтому, ну, буду стараться как-то пытаться выучить корейский. Опять же, видите, времени нету, чтобы все это изучать. А так, точек соприкосновения, история очень-очень похожа на нашу, на самом деле. Только мы до сих пор пока в оккупации, они уже освободились, ну, давным-давно. Много интересного. Поэтому я вообще советую людям, нашим бурятам, изучать, ну и другим народам, изучать историю Кореи. У них, знаете, вот как раз и оккупация была, и автократия, и много чего. И вот я говорю, в этот лагерь ездил, где, ну, детей этих беспризорников ловили. Ну, доступа к этим помещениям нету. Ну, я вообще так заметил. Все-таки это такие тяжелые страницы для самой Кореи. И, видимо, долгое время. Да, конечно, там есть таблички, все такое, да, надписи. Но долгое время эта история не поднималась, и они, видимо, эти здания пришли в негодность. И не знаю, будут ли их реставрировать, делать. Ну, хотя, на самом деле, знаете, там же ничего не будет такого, да, вот как там, не знаю, Освенцим, да, или что-то такое. Это просто были дома обычные, и все. Ну, того вот только времени. Просто это тяжелые страницы, в общем, для Кореи. Наверное, не хотят они сильно это все вспоминать. И я очень рад, что вот эти люди не сдались и начали эту тему поднимать. Понимаете, всю жизнь прожить с этим. Многие не смогли. Ну, они с тяжелым ПТСР были, люди эти. Кто-то... Обычно эти люди же не могут социализироваться потом. Потому что такое в детстве перенесли. И плюс отвержение общества. И многие, видимо,
ну, закончили плохо. Кто-то в тюрьме, кто-то алкоголь, кто-то там всякие запрещенные вещества. Ну, разная ситуация, короче, тяжелая. Но кто-то все-таки нормально смог подняться на ноги. Такие вот дела. Короче, тут в Корее тоже много всего было. Своих грустных историй. И сейчас нынешнее их процветание, это, конечно, они заслужили это. Ну, главное, чтобы они, конечно, ценили это, понимали. Понимаете, с другой стороны, вот мне бы это, конечно, никогда бы не было интересно, если бы не война вообще, да. То есть вряд ли бы я вообще здесь в Корее смог оказаться. И вообще, я вот так посмотрел, не такой уж я сильный и мобильный был, да, не так уж много где я побывал вообще. Некоторые люди же вообще прям целенаправленно ездят куда-то еще что-то. Ну, я вот по каким-то своим причинам не так много путешествовал, по сути. Но вот эти вот вещи просто, они вытолкнули меня, да, это мобилизация и все такое. Я же это не планировал вообще этим заниматься никогда. Не думал, что так будет, не думал, что дойдет до уголовки, до приговора даже. То, что этого Фейгина пережу. То, что, ну, вообще вот до всего того, что дошло. То, что вообще еще и про независимость начну говорить. Вот, честно говоря, никогда не думал вообще про это. Ну, были, наверное, когда-то там с пацанами разговоры, но мне самому не верилось. Мне казалось, это как-то невозможно. Но когда вот это все началось, и когда пришлось изучать эту историю, узнавать, это, конечно, был шок. Мне, конечно, тоже не верилось, что неужели... Нас же с детства воспитывали, что вот, совок боролся с фашизмом, все такое. А потом, что этот совок сам фашист оказался, то, что вместе начинали войну, это для, конечно, было шок. И то, что наша Бурятия оккупирована, то, что... И оказывается, вот почему бурятский язык... Все это было неприятное открытие. Не то, что неприятное. Это вообще капец был. Но люди продолжают почему-то... Знаете, мне кажется, как, если человек узнает правду, ну, он должен меняться. Я вот удивляюсь, что люди либо отвергают эту правду, либо не знаю. Но почему они ничего не делают? Это вот для меня какая-то загадка, короче. Те же вот москвичи, да? Ну, понимаете, я вот смотрел этого Чигиринского. Я вот с ним тоже согласен в чем? В том, что он говорит, я не понимаю русский народ. Я вот тоже, честно говоря, вообще их не понимаю. Ну, я просто, знаете, вот для себя как думаю. Смысла их там злиться на них, оскорблять просто нету. Они, ну, так воспитаны в этом великорусском этом шовинизме. Еще Ленин это говорил. Они не изменятся. Но, понимаете, от того, что они не изменятся, легче-то никому не становится. И то, что Украина делает, освобождается, ну вот, это единственный выход вообще для других всех народов. Ну, я надеюсь, конечно, ну, как я уже говорил, да, по той схеме пойдет. Не знаю, конечно, как в реальности будет, но если они просто продолжат свою работу, не только по нефтяной структуре, а вообще по всей энергетической, они же просто отрежут, понимаете, Москву отрежут от всех республик оккупированных. Просто не будет элементарного сигнала. Ну и плюс, я так понял, уже начинается эгоизм республик. Почему? Потому что, ну, бензина не хватает.
и надо, допустим, отправить в центр, а некоторые, ну, даже русские регионы, они притормаживают этот бензин, потому что самим надо. Когда вот это вот начнется в полным ходом, когда Москва уже не сможет свои собственные... Я надеюсь, украинцы это будут делать, добьют это. Понимаете, здесь вот проблема в том, что, мне кажется, их по рукам держит Европа. Европа и США. Я просто в этом уверен. Что они не дают, как бы сказать, возможности добить до конца. Какой-то у них там страх. Еще вполне возможно не только страх, а много коррумпированных чиновников в Евросоюзе. Оказывается, кто там, Саркози? Ну, короче, много было этих. Тот же Шрёдер, да? Коррумпированных чиновников. Это Меркель, возможно, да, тоже. Да и до сих пор, наверное, во многих странах Евросоюза много коррумпированных чиновников, которые просто служат интересам русского мира. Понимаете? И поэтому Украину держит просто по рукам. Но я надеюсь, все-таки они доделают вот это дело. Плюс не только нефтяную, а вообще много электросети там и так далее. Займутся, в общем, этим вопросом и доделают. Тогда просто все равно там кризис начнется, там уже надо будет как-то в самой Москве рулить, там сколько миллионов-то, 10 минимум, да, живет. И то я сейчас, знаете, вот какие-то неприятные новости, то, что там москвичи, подмосквичи, какой-то один написал, что вот, мол, типа, в Бурятию надо ехать. Там, типа, какая-то семейка поехала в Бурятию. Я думаю, нахрена нам эти оккупанты? Мы 100 лет в обед их не ждали. И так у них заслали к нам этих оккупантов. Они, понимаете, всегда же классически поступают по одному и тому же принципу. То есть на оккупированные территории засылают свое население, и все, и потом оно типа как будто бы там постоянным становится. Поэтому, пока мы не можем сопротивляться никак этому. Никаких границ же нету в Бурятии отдельной. Но это, конечно, печально, что всякие там москвичи, подмосквичи будут к нам ехать. Типа у нас там недвижимость типа дешевая, хотя она, конечно, не дешевая, но все равно, более доступная, чем в Москве. Типа там безопасно. Честно говоря, нам эти всякие москвичи, подмосквичи там вообще нахер не нужны. У нас своих-то, хватает. Тут еще всяких москвичей. Поэтому, короче, вот эти вот все беженцы, да, так сказать, из Москвы, видимо, будут бежать в наши оккупированные республики. Надеюсь, это не будет массово. Пусть куда-нибудь, знаете, вот даже не знаю, куда их отправить. Конечно, по большому счету, пусть идут туда, куда русский военный корабль ушел. Но, не знаю, короче. Пускай там у себя дома остаются и терпят все. В общем, я рассчитываю на то, что инфраструктуру они всю разбомбят. Начнутся там, бунты, не бунты, но, по крайней мере, какое-то недовольство, да. И плюс связность потеряется, и само по себе начнется распад. Плюс экономический еще кризис. Явно же, что уже ситуация становится неконтролируемой. Потому что, не знаю, это диверсия, не диверсия была от самих силовиков. То, что они не стали блокировать полностью интернет. Понимаете? Видимо, там у них все-таки какая-то схватка идет. Они же могли заблокировать интернет, а
сколько роликов-то вышло и в Инстаграм, и в Телеграм, и везде. Вот эта вот крышка, да, знаменитая, которую сами же и взорвали. Поэтому либо головотяпство, либо сознательно они не выключали интернет, хотя могли. Поэтому что-то там, короче, что-то зреет, какая-то смута. Но это не может не радовать. Потому что вот этот вот лучше ужасный конец, как говорится, чем ужас без конца. Поэтому чем быстрее это все кончится, тем лучше. Ну, желательно с полным крахом, полным распадом. Опять же, если по этому сценарию пойдет, без нормальной иллюстрации, без нормального... Тот же Фейгин, кстати, хорошую высказал идею, которую, кстати, я тоже вот в последнее время думаю. Понимаете, смотрите, вот если здесь, в Корее, в США, наши буряты не проявляют сознательность, не объединяются, не, ну, там, донаты не скидывают, да, не становятся спонсорами, ну, никак не помогают, да, грубо говоря, там, ни мне, ни еще кому-то, то как те буряты, которые там у нас в Бурятии живут, как они вообще там будут бороться за независимость, это вообще вопрос очень такой, как сказать, непонятный, да, что вдруг с ними произойдет, что они вдруг осознают, что им нужна демократия. Пока всех интересует только деньги, да, и все, а остальное просто сидеть и ждать, и ничего не делать. Ну, так же, как и русские, по идее. То есть вот эти 100 лет русификации, они даром не прошли. Поэтому и Фейгин предложил военную демократию. С одной стороны, я думаю, понимаете, то есть помимо воли вот этих вот всех контрэлит, просто военным путем взять их и осудить, и все. Ну, то есть есть же не на суд, не то, что это будут гражданские заниматься институты этим, а просто вот патриоты военные возьмутся за это и свой суд устроят, да. Ну, не самосуд, конечно, и не тот суд, который этот, суд тройки, да. Но, в общем, военная демократия, одним словом. Я думаю, в последнее время, что, наверное, это, может быть, тоже имеет место быть. Потому что рассчитывать на то, что наше общество так быстро перепрыгнет и станет сразу демократическим, минуя там, как бы сказать, рост, ну, как-то непонятно. Потому что сами же люди тоже должны измениться. Европейское общество, оно же не сразу стало демократическим. Или в Корее, да, ну, как я примеры привожу. Или в Японии. Поэтому почему вдруг наше бурятское общество вдруг станет сознательным, захотят демократии, захотят создавать институты и станут, как бы сказать, исполнять законы, да? Короче, это тема, которую стоит обсуждать. Опять же, обсуждать не с кем. С кем? С агентами влияния, что ли? С БНД обсуждать? С агентов ФСБ? В этом плане тоже какое-то одиночество, конечно. То, что кругом одна агентура. И поговорить-то не с кем. Такие вот дела. Видите, если бы, я говорю, если бы общество было сознательным здесь, за границей, да, конечно, они бы думали, размышляли о свободе и независимости. Конечно, они же знают, чем я занимаюсь, по сути. Но для них это, значит, не имеет значения. Они бы давно начали донатить, что-то делать. Может бояться, может быть, а больше, мне кажется, можно же просто, знаете, встречаться там наличкой давать или еще что-то. Значит, просто неинтересно, понимаете? Когда человеку неинтересно, он ничего не будет делать. А когда ему будет интересно, я просто, видите, начал, говорю, историю Кореи изучать. Это капец, походу, долго время пройдет. Может, десятилетие. Может, я уже там глубоким стариком стану. Понимаете? Поэтому мне в этом плане надо что-то
своей жизнью тоже как-то заниматься. Я слишком много в это вложил, в такой риск устроил для себя, для своих близких. И, ну, честно говоря, конечно, такой отдачи нету, если честно. Но, с другой стороны, наверное, и не может быть пока. Это слишком опасная тема. Но, не знаю. Теперь, конечно, знаете, вот типа там жалеете о чем-то? Нет, конечно. Смысла даже нет никакого, потому что это уже сделано все. Никак не отмотаешь. Такие вот дела. Просто я не знал, что, что вот так вот. Что этот Фейгин какой-то жалкий иноагент получается. Хотя для Скрипецкого вообще ничего не было, да? Вот так завалили, без этих, без регалий, так скажем. Такие вот дела. Поэтому, ну, о чем я могу предупредить бурятское общество? О том, что раз оно не хочет никаким образом проявлять сознательность, то высокий риск попасть в автократию. Вот что я хочу сказать. Потому что раз все до сих пор сидят и боятся и ничего не делают, то с чего вдруг при изменении ситуации они начнут действовать? Вот это вот большой вопрос. Понимаете, это, видимо, годы пройдут, прежде чем все изменится. И вот дела. Ну, а сам я выводы сделал давно. Понимаете, если бы я хотел конкретно нарастить аудиторию, опять же, понимаете, для чего это все наращивать? Конечно, я могу там делать сотни шортсов, там это все получается у меня, ролики записывать или еще что-то. Но глобально-то это пока ничего не меняет. Могу вести эти стримы целыми сутками, если захочу. Но пока нет желания просто. Пока, видите, сознание это не меняется у людей. А риск для меня, он растет, да, получается. Видите, не успели они приговор вынести, уже там еще какую-то новую статью вешают. Те, кто не надо, реагируют, да? ФСБ реагирует. Хотя я вообще про них не думал. Не для них же все это вещание. Уточки. Сейчас покажу уточек. Тут вообще животный мир. Всякие черепахи, рыбы. Вот там лягушки. Духота еще такая. Вот у нас как в сухом климате. Дождь пошел, стало прохладно. А здесь ни хрена. Дождь пошел, еще душнее стало. Потому что климат-то влажный. Влажность поднимается. И это такая, знаете, как типа как сауна, короче. Не знаю, как объяснить. Короче, душно. Доброе утро. Буряты все докладывают, что на СВО творится. У вас так темно, вы откуда? Фейгин представитель глобалистов? Не знаю, может быть. Большинство людей продажные, сцикливые. Ну да. Согласен. Поддерживаем украинских защитников. Они уже сейчас отправляют любителей оккупированных чужих земель на концерт Кобзона. Почему-то комбинезоны написали. Ну, наверное, Т9. Говорить можно только с украинскими защитниками. Ну, по сути получается, что так. Потому что единственная какая
какая сила есть, это вот получается только вот ВСУ, да, и все. Остальных каких-то сил-то и нету, по сути. Ну, не знаю, вот там про Фегина что-то пишут не то, но мысль-то он здравый все равно говорит. Единственное, наверное. Нет, ну как? Ну вот именно с российской стороны. Портников-то, конечно, все правильно говорит, но он украинец. Ну и по большому счету он какой-то большой, как это, забыл это слово, как это сказать-то правильно. Либерал, только еще шире, если... Короче, умный человек на самом деле. Умный и душевный, да, так скажем. Нет, тоже неправильное слово. Гуманист. Гуманист. Действительно. Портников большой гуманист. Я не знаю. Если бы я жил в Киеве и постоянно были бы прилеты, я бы никаким гуманистом там не был бы точно. Если в безопасной стране живу, и вот, как бы сказать, бывает порой, да, жесткие у меня высказывания. Ну, это, понимаете, тоже надо иметь такой вот характер, да, чтобы не, ну, все равно проявлять какую-то гуманность даже к москвичам. Понимаете? Ну, это сильный человек, что сказать. Я бы точно не смог. Что за... Какая сила у ВСУ, говорит. Ну, если бы вы были в Капотне, вы бы, наверное, поняли, что там происходит. Какая сила у ВСУ. Ну, вот это, вот, знаете, поразительное все-таки. Я почему, когда говорю, что тоже не понимаю русский народ, поразительное какое-то качество стучаться лбом, биться о бетонную стену. Понимаете? Никакой... Но, с другой стороны, понятно, почему они так долго нас удерживают. И удерживают эффективно. Вот из-за своей вот такой вот способности. Понимаете? Удерживать Кавказ так долго, это тоже... Ну, и наши республики. Это же не такие спокойные, миролюбивые, да? Все-таки в этом плане то, что они такие вот бронелобые... Ну, не то чтобы отдать должное, но надо это учитывать. Понимаете? Так долго, так упорно, несмотря на такие потери огромные, несмотря на экономическую ситуацию, ухудшение, все-таки пытаться дальше воевать, неся потери, не имея никакой выгоды в этом, и вообще заведомо, кроме как, никаких там не было экономических причин, да, нападать, вообще и никаких угроз, только имперские амбиции и уязвленное какое-то самолюбие, и все. Вот на вот этих двух вещах, которые друг друга дополняют, только на вот этом строятся. И ради этого готовы умирать, ради этого готовы от всего мира отгородиться. Ради этого готовы санкции. Ради этого готовы и, в общем-то, развязать ядерную войну даже. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Только две вещи. Вот и все. Имперские амбиции, уязвленное самолюбие, что Украина живет и будет жить лучше. И будет жить в Европе. И все. Вот две вещи. При этом
обладая плохим военным потенциалом, не проведя никакую... Понимаете, вот смотрите, если ты решился воевать, ну ты же хотя бы должен понять, что у тебя с твоей армией, готова ли она. Они же вообще пофигу, просто на своей вот это, знаете, как это называется, айда или как там это есть. Ну, типа, и так сойдет. Ну, поняли, да? Решили, да, и мы, типа, просто сами это внушили себе и сами в это поверили, что, типа, они самые сильные. И так, да. Хотя никаких независимых исследований по этому поводу не было. Никакую ревизию армии ничего не провели. И пошли. И началось у них сразу же. Но при этом, понимаете, готовы нести огромные потери, готовы мириться, да, в 21 веке с ограничениями интернета, какой-то VPN беспонтовый скачивать, рассориться со всем миром, чтобы санкции на них ввели, чтобы спортсмены никуда не могли поехать. Короче, только ради своего имперских амбиций, уязвленного самолюбия, готовы идти на такие вот вещи. Но, видимо, благодаря своей вот этой вот упертости у них и получается оккупировать до сих пор наши республики. До сих пор получается удерживать Кавказ, Бурятию, Калмыкию, Тыву, Саха. Хотя это не простые республики-то на самом деле. В этом плане, конечно, рабство, но это, понимаете, настолько какое-то оглушительное рабство, настолько они не ценят свою собственную жизнь, не ценят будущее, что готовы на вот это все. Они же там, ну просто, если мы не рассуждаем про Украину, да, какие они приносят беды, но для самих-то себя, они же там, ну и собственный, как бы сказать, ну геноцидом это, наверное, сложно назвать. Почему? Потому что они это делают добровольно. Они же все равно туда идут. Вот сейчас в Перми людей ловят, или где там, в Пензе, или где, короче, где-то на П, короче, ловят людей, везут их контракт подписывать, и нормально тоже, не сопротивляются нифига. В общем, в этом плане мне действительно русских не понять. Но, видимо, благодаря вот этому своему, тому, что им пофигу на свою жизнь, на свое будущее, благодаря этому, видимо, они все-таки удерживают, да, пока. Это, понимаете, вот, если ты встретишь на улице человека, который бьется башкой об стену, и ему по кайфу, ну ты же все равно подумаешь, что с ним не то. И как бы мимо пройдешь, да, него. Это вот это вот напоминает, понимаете, без всякой причины. Зачем вообще надо было это все начинать? Что? Он бы просто, понимаете бы, Путин бы просто сдох бы от старости и все. Вот сколько там, не знаю, до какого года просидел. Ничего бы не случилось вообще. Никто не собирался, просто решили. Это знаете как? Типа, смотрели этого? Как его? Есть такой этот блогер. Сделать, не сделать. Сделать, не сделал, сделал. Вот это вот напоминает. Как его? Блин, я забыл. Ну, вы, наверное, поняли про что. Не знаю, скорее всего, все-таки это в историю войдет, как самая какая-то бездарная, глупая, бессмысленная война, которая кончилась распадом. Но для нас, к счастью. Если бы не эта война,
Понимаете, мы бы вот так дальше бы и жили бы в неведении, в полном, в каких-то вещах. И вообще бы ничем не понимали бы ничего. Но то, что сидело в этом народе, это же, понимаете, вот они все пытаются акцент на Путина сместить. Или там на какие-то... Понимаете, вот когда мне пишут, что какие-то там виноваты, какие-то, как их там, глобалисты, это все бред вообще полный. Понимаете, никакие глобалисты не смогут, или вот, знаете, вот тоже говорят, там на евреев что-то или еще на кого-то, что вот евреи там хотят якобы славян между собой рассорить. Но как можно заставить миллионы людей поддерживать войну? У них же глаза есть, у этих славян, да, у русских. Они же видят, что идет бомбежка других славян. Почему они это поддерживают? Понимаете, я когда смотрю, я понимаю, что... И когда знаю что по истории, да, что когда Чечню бомбили, ни один там русский не прослезился. Наоборот, поддерживали, да. Я прекрасно понимаю, что стоит только бурятам, саха или другим народам начать говорить о своих правах, о языке, о культуре, об истории, вот точно так же начнут бомбить сразу же Улан-Удэ и там Якутск, Уфу, Казань, ну и другие города. Грозный опять начнут бомбить. Поэтому у меня никаких больше иллюзий нету про русский народ. Вот что я про него понял. Конечно, оскорблять их смысла нет никакого. Но то, что вот они будут все это делать, я считаю... Не то, что я считаю, я уверен просто в этом. Это так оно и будет. Они не... Они нас за людей просто не считают, вот и все. Мы для них не люди, мы для них, и украинцы в том числе, мы для них... Я даже не знаю, за кого они нас считают, но они считают, что у нас нет права на жизнь, в конце концов. У нас нет права на свой язык, у нас нет права на свою историю, на культуру и тем более на независимость. Из-за этого же идет. Они же хотели поработить Украину, загнать в стойло. Но, видите, все это кончается вся эта история. Так, пора бы заканчивать, уже пить охота, капец. Уже пересохло все. Такие дела. Напоминаю, именно обычные россияне осознанно подписывают контракты с Министерством нападения России, осознанно идут оккупировать, бомбить, разрушать украинские области, а не какие-то глобалисты. Но я про это говорю. Какие глобалисты, понимаете? Они что, вот эти вот люди русские, которые идут, действительно подписывают контракты, они что, идиоты, что ли? И они же там нажимают на курки автоматов, сбрасывают бомбы. Какие глобалисты к черту? Что за какой-то бред вообще? Это, понимаете, постоянная попытка русского народа сместить акцент с себя. Это типа не они делают, а какие-то глобалисты решили рассорить славян. Причем здесь глобалисты вообще? Это же не глобалист делает, а это ты делаешь. Это ты стреляешь, это ты бомбу скидываешь. Такие вот дела. Поэтому, да, я вот с комментатором абсолютно согласен. Но они не хотят это слышать. Во-первых, они считают, что они правы. А если, ну, то есть не если, а когда проиграют, они будут говорить, что это виноваты глобалисты. Это вот они все виноваты. Это не русские виноваты, что там Бучу, Гостомель устроили, что убивали мирных, бомбили Киево-Печерскую лавру. Это глобалисты делали все. Какие-то глобалисты. Евреи глобалисты. Так что чушь полная вообще.
И в этом плане, знаете, я вообще не верю, что, по крайней мере, не знаю, ближайшие 100 лет, что возможно будет перевоспитать как-то русский народ. Мне кажется, это невероятно, невозможно. Я думаю, что это нереалистичная задача вообще. Потому что такая длительная история у них была, что они вот так вот считали, да? Весь культурный код на этом построен. Это нереально. Скорее другое. Почему я так и говорю-то все про это? Скорее они реваншизм захотят. Понимаете? Надеюсь, в Европе есть понимание, на Западе есть понимание, что у них будет вот эти вот от проигрыша реваншистские настроения. Что вот, не добили, надо, там, виноват там Путин, допустим, то, что слабый был, надо другого нам, пожестче. Вот тогда типа навалимся и победим обязательно. Мне кажется, большинство таких именно будет. А когда еще и все республики отделятся, они начнут затаят на всех обиду и захотят на всех нападать. На Бурятию, на Татарстан, на всех вообще. Поэтому желательно это как-то сокрушительно какое-то такое поражение нанести, чтобы у них просто вообще возможности не было никак встать. Они же и так на коленях, блин, пускай вот там и остаются. Все с колен встают. Такие вот пироги. Предатель, говорит. Мало кто в России в политике разбирается, Жириновскую послушай. Так, что тут там? Всяких ботиков будем блокировать. Зачем они нужны? Развал неизбежен, да, согласен? В россиян все вокруг виноваты, одна рашка белая пушистая, всех милее, всех красивее, как в сказке. Да, я про это и говорю. Понимаете, у них всегда все кто-то виноват. Какие-то глобалисты, какие-то эти... Все виноваты, кроме них самих. Но кто бурятов отправляет на войну? Кто бомбит Киево-Печерскую лавру? Кто мирных людей убивает? Это что, глобалисты, что ли? Это русский солдат делает, которого невозможно никак переубедить. Вот что страшно. Понимаете? И даже умирая, все равно не отказываются от своей идеи. И даже все зная, люди в Москве, они тоже ни за что они не будут каяться. Они не будут раскаиваться. Они просто затаят обиду. Я не знаю, почему они не могут раскаяться. И вот для меня вот это вообще загадка. Почему они такие упертые, твердолобые какие-то? Вот эти менты тоже, да, дела заводят. Они же понимают, что чушь полнейшая они занимаются, да. Какая там уголовная статья, какой терроризм, какой-то бред полный. Но тем не менее они все это делают. И эти тоже идут на войну. Подыхают там, но все равно идут. Эти в Капотне сидят и думают, что нормально, когда их прилетает по ним. И понять ничего не могут. Что случилось? Здрасте. 5 лет война почти что идет, они только сейчас начинают думать, что там происходит. Просто надеясь на то, что Украина обязательно все это будет дожимать, добивать. Европа не будет по рукам вязать. Понимаете, это еще... Я вот как понимаю, да, все эти события. Мне кажется, Европа, она настолько в своем развитии опередила Рашку,
И что настолько сильный цивилизационный отрыв, и я думаю, он очень давным-давно произошел, что они друг друга перестали понимать именно на таком уровне, да. То есть это совершенно разные понятия. То есть они, ну, как бы сказать, внешний вид вроде одинаковый, да, но внутреннее содержание, то, что там совершенно другие какие-то понятия. Ну, то есть это такие вот какие-то варвары, в общем, но современные, как бы сказать. Варвар с гаджетом, вот так вот. То есть, и причем очень упертый еще. Наверное, в этом плане какая-то самая упертая нация вообще, возможно. Такие вот дела. Неспособные к раскаянию, к рефлексии, оценке вообще своих собственных действий. Не способные вообще к этому. Только упертые в том, что типа так нужно делать, то, что они вот якобы что-то хорошее делают. Перевернутая пирамида, в общем, у них. Верно, российская оккупационная война февраля 2014 года. Ну да. Слава Украине. Ладно, наверное, на сегодня я буду заканчивать. Уже сколько? Блин, хотел час провести максимум, уже час 20. Занух идут. Сегодня такое у меня меланхоличное настроение какое-то. Ну, я говорю, то, что, ну, вы уже поняли, да? Буду сейчас, хочу больше сконцентрироваться на изучении корейской истории. Она очень схожа. Тоже был период оккупации, как и у нас. Но я, знаете, вот что могу выделить именно оккупации Бурятии? То, что сознание, к сожалению, самосознание, идентичность на очень низком уровне. Мне кажется, как будто бы, знаете, уже даже утрачено, что ли. Ну, мне так кажется. Я не знаю, может, я надеюсь, что я не прав. Но, в общем, грустно, одним словом. Какие дела. У корейцев все-таки оккупация была не так долго, как у бурят. У нас намного все дольше длится. Да, тоже было такое, что корейцев японцы загоняли воевать за себя. Было такое. Был такой период. Тоже заставляли отрекаться, переписывали им историю. Все одинаково. Отрекаться от своего языка, типа переходите на японский. Все это было, но у них было меньше, и у них было больше сопротивления. Сколько там в этой тюрьме Садымунта, ну и других тюрьмах сидело корейцев, которые боролись за свою независимость. Такие дела. К счастью, им повезло обрести независимость, а мы в этом рабстве застряли надолго. Такие дела. Но, надеюсь, сейчас Украина своей борьбой, получается, поможет и нам тоже. Конечно, печально то, что этот наш, где наши народы воюют, там не так много, но тем не менее все равно воюют, да, на стороне Украины. Надеюсь, больше туда будет переходить в намат. Блин, скользко, чтобы нести независимость затем. Какие дела? Занух идут, байырла, комментарий бышыкты, лайки тавикты, зенух идут, дахин узатра, байыр.